Сегодня у нас долгожданный эфир с ректором Академии госуправления Ерланом Куанышевичем. И сегодня в прямом эфире мы будем рассказывать о правилах приема на обучение в Академии госуправления в 2021 году. И как вы знаете, у нас есть ряд изменений. Это и в конкурсном отборе, и в тестировании. И сегодня мы об этом поговорим, о том, как будут организованы этапы конкурсного отбора, какие изменения в правилах приема будут, что такое assessment центр, ну и, конечно, об образовательных программах магистратуры и докторантуры, ну и, конечно, о подготовительных pre-sessional курсах для госслужащих, которые начнутся у нас 1 марта 2021 года. Вся полная информация у нас есть на страницах Инстаграма, Facebook, а также на нашем сайте www.apa.kz. Хочу сказать нашим дорогим зрителям о том, что они могут писать свои вопросы в комментарии здесь у нас в Инстаграме, также могут писать у нас в мессенджере Фейсбука и не только. Поэтому, пожалуйста, вопросы в студию, а пока мы переходим к презентации. Ерлан Куанышевич, добро пожаловать к нам в эфир. И слово Спасибо вам. большое, Агирке. Дорогие друзья, да, Академия анонсирует прием на 2021 год. Мы внесли ряд изменений в правила приема. Я бы хотел остановиться на основных изменениях, которые произойдут в этом году. Я надеюсь, презентация вам видна. Да, все хорошо. Необходимо сказать, что Академия государственного управления является единственным учреждением, которое повышает, переподготавливает, готовит государственных служащих. Для нас очень важно, чтобы в Академию поступали государственные служащие, которые готовы к изменениям, готовы развиваться, готовы обучаться, для того, чтобы выполнять те инициативы, задачи, которые стоят перед страной. Наша миссия – это создавать, сохранять и распространять знания на благо страны и мира, и мы придерживаемся этой миссии, сотрудничаем с очень многими организациями, в том числе обязательно с государственными органами, с нашим уполномоченным органом, Агентством по делам государственной службы. И работаем в тесной связке с администрацией президента. И мы не можем, не меняя, скажем, профессионализацию государственного аппарата, не меняться самим. Поэтому у нас есть 5 ценностей, которыми мы придерживаемся. Это добропорядочность, профессионализм, инновационность, открытость и любовь к окружающему миру. Ну, давайте перейдем к правилам приема. Ну, во-первых, мы существенно сократили магистерские программы, докторские программы. Мы решили сконцентрироваться на магистерских программах, 4 магистерских программах по госзаказу. Это годичные MPA государственного управления, международные отношения, двухгодичная – это государственная политика, экономика. В докторантуре вместо 3 мы в этом году будем сконцентрированы на 2 программах государственного управления, международные отношения. Плюс к этому мы продолжаем магистратуру без отрыва от производства. Уже прилагаем вместо 2 программ 3 программы. Это государственный Executive Public Administration, это государственное управление, это региональное развитие. И впервые мы запускаем MBA, деловое администрирование. Каждый год государство выделяет 120 мест в магистратуру и 12 мест в докторантуру. Правила приема также позволяют принимать на обучение людей за счет иных источников финансирования. Новые образовательные программы имеют свою специфику. Я о них скажу чуть позже. Хочу просто сказать, что мы делаем перезагрузку национальной школы госполитики и намерены в данную школу отбирать лиц, которые занимают достаточно высокие позиции в государственном управлении.
дабы подготовить их к политическим должностям и должностям корпуса А. Как будет происходить прием документов? Как и в прошлом году, мы это будем делать в онлайн-режиме, в определенной информационной платформе. Мы оставляем перечень документов, такой же, как в том году, ну, с некоторой модификацией. Кроме заявления и копию удостоверения личности, необходимо будет представить диплом и копию, подтверждающей трудовую деятельность. Для государственных служащих это послужной список. Нововведением этого года является то, что претенденты должны будут предоставить сертификат на знание государственного языка. Хочу отметить, что мы будем первой организацией в Казахстане, которая такой сертификат будет требовать для поступления на магистратуру и докторантуру. Такой сертификат можно получить у Казтест или разработанной Академией Казак Ресми Тест qrt.kz. Вся информация есть на нашем сайте. Другое нововведением по документам является то, что мы в этом году откажемся от Duolingo в пользу IELTS Indicator, так как именно IELTS Indicator больше ориентирован на лиц, которые по академическим программам. Duolingo – это тест, который просто определяет уровень знания языка. С 1 марта откроется регистрация. Претенденты должны быть до 23 марта при необходимости записаться на курсы Aptis, подготовительные курсы на сдачу Aptis и на сдачу QRT, то есть на курсы английского языка и курсы казахского языка. Как только эта регистрация будет завершена, с апреля месяца стартуют уже сами курсы. Это тот pre-sessional курс, который тоже в этом году будет иметь свою специфику. Pre-sessional курс будет вестись во всех филиалах нашей академии, то есть государственные служащие региона не обязаны будут приезжать в Нур-Султан для этого. Качественный контент будет предоставлен в каждом областном центре. Еще один момент, что pre-sessional курс у нас будет проходить в двух форматах: онлайн через Teams и самостоятельное обучение, дистанционное обучение. Две даты очень важны. Это 14-15 мая сдача QRT и 9 июня сдача Aptis. Один момент хочу сказать про QRT. QRT можно сдавать в любое время с любого места, имеет свою специфику. 9 июня для Aptis это обязательная дата, зарезервированная нами с British Council. Конкурсный отбор будет проходить в 4 этапа. На первом этапе претенденту должен будет написать эссе на заданную профессиональную тему. Обращаю внимание, что в предыдущие годы эссе надо было прикрепить для регистрации при подаче документов, то в этот раз эссе это будет как этап отбора. Он будет тоже как оцениваться экспертами. Второе, в этом году у нас будет решение кейса. Решение кейса тоже в онлайн-формате, как и эссе. Будет в рандомном порядке попадаться кейсы в зависимости от выбранной специальности. Будут дано определенное время, и претендент должен будет написать решение этого кейса, обосновать его. Это будет 2 онлайн-формата. Далее лица, которые покажут наибольшие результаты, они будут приглашены на 3-й этап ассессмента. И они же будут проходить интервью с отраслевыми экспертами, с руководителями государственных органов. Ассессмент интервью
Ассессмент будет проходить в офлайн формате, интервью может быть как онлайн, так и офлайн формат. Если по таймлайн, по pre-sessional курс говорить, что сами по себе заявки на pre-sessional курс будут завершаться 23 марта. То есть претенденты, которые хотят повысить свои знания, свои языковые навыки английского языка, владение английским языком, казахским языком, они должны будут с 1 по 23 марта зарегистрироваться. И далее для них будет создан специальный график. Этот график будет попадать у него в личном кабинете, и он будет уже заниматься согласно того расписания, которое будет сформировано в филиалах Академии. Новшеством этого года является то, что претендент будет солидарно нести ответственность за прохождение этого pre-sessional курса. Поэтому вы видите внизу это стоимость прохождения курса. Например, английского языка это 33 876 тенге без сдачи Аптиса. И если со сдачи Аптиса, то это будет 56 876 тенге. То есть претендент должен будет брать на себя обязательства при регистрации, что он оплатит эти средства. Казахский язык также будет платным. Замечу, что цена достаточно демократичная. Академия не ставит перед собой целью зарабатывать на этом деньги. Мы хотим просто таким образом повысить ответственность претендентов, которые намереваются поступить в данную академию, в нашу академию. Вся информация будет размещаться в информационной системе академии, где будут сформирован личный кабинет каждого претендента, и расписание, и график, и все другие вещи, которые необходимы для освоения того или иного модуля, будут размещены именно там. Каждый будут сопровождаться видеоуроками, будут сопровождаться дистанционным курсом, будет сопровождаться модерация со стороны преподавателей, тренеров, методистов филиала. Основные этапы конкурсного отбора. Как только 5 июня 5 июня последний день подачи документов, регистрации заявки. И как только, если приемная комиссия решит, что все документы соответствуют предъявляемым требованиям, что все сертификаты имеют срок годности, то претенденту будут приходить сообщения о допуске к приглашению на написание первого этапа, на написание эссе. Претендент заходит в свой личный кабинет в указанное время. Ему рандомно попадает тема эссе. Согласно выбранной специальности дается определенное время. Есть ограничения по количеству слов, знаков, и он должен будет за это время, выделенное время, написать эссе на любом из 3 языков, которые он пожелает. На казахском, на русском или на английском языках. Такой же формат будет и по решению кейса, второй этап. Далее будет сформирован промежуточный рейтинг. Все эссе и кейсы будут оцениваться независимыми экспертами. Работы претендентов будут зашифрованы. Оценщики не будут знать, кто написал этот кейс или кто написал этот эссе. Средняя оценка по эссе и по кейсам будет падать в личный кабинет в онлайн-режиме. И таким образом агрегированные данные будут поступать к нам. Мы же будем создавать некий такой промежуточный рейтинг. И первые 250 человек, которые показали наилучшие результаты, будут приглашены на 3-й этап, на assessment. Этот этап в офлайн режиме, он будет проходить в Нур-Султане.
И он будет проходить по очень интересному инструменту, HR-инструменту, где будет во время групповых дискуссий по аналитических презентаций будет оцениваться 5 ключевых компетенций, замеряться 5 ключевых компетенций. Параллельно с ассессментом будут проходить интервью с экспертами, и уже 12 августа мы будем иметь второй ранжированный список, который будет уже рассматриваться приемной комиссией на предмет зачисления их в ряды в магистратуру и докторантуру. Финальное зачисление будет осуществляться 25 августа. Может возникнуть вопрос, почему такой большой разрыв по времени. Для асессоров, которые будут проводить третий этап, необходимо 20 рабочих дней для того, чтобы написать полноценные отчеты, поставить баллы и уже данные дать нам в приемную комиссию. Эти баллы будут учитываться в общем рейтинге, и таким образом только в 12 августа мы увидим всю полноту картины. Почему разрыв между зачислением и объявлением результатов? Это зависит от того, что мы будем создавать так называемый по рейтингу, условно, 120. Они получат уведомление, что необходимо оформить договор, предоставить определенные документы. Но будут еще лица, которые будут знать, что они тоже будут находиться на так называемом листе ожидания. Возможно, что появится такой случай, допускаем такой случай, что человек, который прошел 120, первые 120, не смог заключить договор с государственным органом, или изменились планы, или он поступает по балашах, или еще что-то, тогда мы будем приглашать 121 человека из waiting list, с листа ожидания. Вот поэтому зачисление у нас будет 25 августа. Но опять же, это будет все прозрачно, все будет это на сайте, это все на личном кабинете, это каждый претендент будет проинформирован. Первые 2 этапа я вам рассказал. Эта презентация будет в записи, вы можете его не спеша потом прочитать, посмотреть. Для нас очень важно, чтобы наши претенденты уже сейчас понимали, с чем они будут сталкиваться, и потихонечку готовили себя к тому или иному этапу. Игроки, я, в принципе, заканчиваю. Хотел бы обратить внимание, что для нас очень важно претенденты будут оцениваться по следующим компетенциям. Во-первых, это анализ и принятие решений. Будем смотреть на академические успехи, те знания, которые у человека есть. Будем смотреть обязательно на ценности человека, потому что это очень важно. Мы будем измерять инновативность, изменения. Мы будем измерять лидерский потенциал, мотивацию. Будем замерять профессиональные навыки и будем давать оценку стратегическому мышлению. Вот это основные критерии, по которым претенденты будут оцениваться, ранжироваться, и наиболее высокие результаты будут, наиболее высоких результатов будут зачислены в магистратуру и докторантуру. Это финальная дата, о которой я хотел сказать, уже 25 августа. То есть наш марафон заканчивается 25 августа, который начинается 1 марта. Нас ожидает очень интересный прием в этом году с очень нововведениями. Хочу обратить внимание, что мы вобрали сюда и прошлый опыт, наш опыт проведения президентской молодежной кадры резерва. Игроки, я готов отвечать на вопросы, завершить демонстрацию презентации.
Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Было очень полезно. Такая лаконичная информация. И здесь, конечно, нам уже задают вопросы, и на какие-то вопросы уже отвечают наши коллеги. Здесь нам пишут наши студенты, будущие абитуриенты из других стран. А здесь нам написал один государственный служащий, который учится в Академии госуправления при президенте Туркменистана, насколько я поняла. Вот, и спрашивают, могу ли я поступить в Академию госуправления в Казахстане. Да, такая возможность есть. У нас UNDP Казахстан, региональный хаб в сфере государственной службы, выделяет гранты для иностранных государственных служащих, которые проходят такой же отбор. Любой иностранный государственный служащий, который его государство входит в перечень регионального хаба, я думаю, Туркменистан, он входит в этот хаб, надо просто проверить, может подать, и на конкурсной основе, если он покажет очень хорошие результаты, он будет рекомендован к зачислению. Если приемная комиссия решит, что он достоин обучаться в нашей академии, то с ним будет заключаться договор, ну и региональный хаб в сфере государства будет с ним уже отрабатывать какие-то технические вопросы. Академия будет сопровождать данный процесс тоже. Спасибо большое за ответ. Эрлан Куанышевич, здесь вопрос по поводу сайта. Люди уже думают о том, как быстрее зарегистрироваться, и задают вопрос. Можно ли будет выбрать день прохождения ассессмента самостоятельно, забронировать на сайте? Мы предусмотрим такую возможность. Сам сайт, он заработает 1 марта. До 1 марта он будет сейчас тестируется. Сейчас не будет возможности зайти на него. А на assessment, да, мы предусмотрим такую возможность. Будут слои по дням и по языку прохождения. То есть если там будет очень прозрачно, если человек захочет сдать, скажем, имеет возможность, условно, 10 июля, и он запланировал и может купить на это время билет, и свою логистику построить, то можно будет заранее зарегистрироваться на него. Но это после того, как будут оглашены результаты второго этапа, как только он получит такое приглашение. Только у них будет возможность зарегистрироваться. Для других лиц эта возможность будет недоступна. Спасибо большое за ответ. И еще один вопрос такой. После того, как мы зарегистрируемся здесь на сайте, выберем программу, будет ли возможность за 3 месяца, возможно, мы передумаем, пишут, и поменять это как-то в системе? Имеется в виду программа обучения, специальность? Да-да-да. Да, это возможно. Единственное, есть нюанс. Необходимо будет все это сделать до 5 июня. Можно бесконечно менять свое решение, но 5 июня финальное решение. И не забудьте, если вы государственный служащий, обновить все документы, в том числе направление с государственного органа, где именно указывается, на какую специальность государственный орган направляет вас. Спасибо. Здесь вопрос от прошлогодних наших абитуриентов, которые пытались поступать к нам. Добрый день, Ерлан Куанышевич. Несостоявшиеся магистранты 2020 года будут ли приняты в этом году? Ну, с удовольствием, если у вас будет такое же желание, как в прошлом году, помноженное на те знания, которые вы уже, и тот опыт, который за год вы накопили, с удовольствием. Показывайте все ваши лучшие качества. Со своей стороны мы обеспечиваем открытость, транспарентность всей нашей процедуры. Мы только готовы вам пожелать удачи и пригласить на пресс-сейшн. Очень надеемся, что они будут для вас тоже полезными и в этом году. Спасибо. Здесь еще один такой вопрос по поводу требований по стажу на государственной службе и еще следом по отработке. Ну, согласно правилам приема, который замещен на сайте Академии во вкладке «Поступающим», стаж должен быть на момент поступления. То есть на момент подачи документов, извиняюсь, на момент подачи документов.
Если у вас, скажем, есть требования на программу докторантуры, скажем, года стажа, то 3 года должно состояться не позднее 5 июня. Если у вас 3 года будет 6 июня, к сожалению, мы не сможем принять этот документ. Очень важно, чтобы на момент подачи документов было именно тот стаж, который есть в правилах приема. Стаж, он очень разнится по программам. Есть программы, где стаж есть не менее 1 года, есть программы, где ставится не менее 2 лет, есть программа докторантуры, где есть, говорится, не менее 3 лет. Есть еще дополнительные, скажем, на программу MPA, не просто стаж государственной службы, а в том числе и руководящие должности. На это тоже обратите внимание. Ну, насчет отработки. Отработка, она регулируется законом о государственной службе и 125-м постановлением правительства. Согласно ему, после окончания государственный служащий должен отработать 3 года на государственной службе, в том числе 1 год в том государственном органе, который его направил. Но были внесены еще изменения, где говорится, что если после первых 3 месяцев у него есть назначение на более высокие позиции, то он может перейти в другой государственный орган. То есть однозначно он будет возвращаться в свой государственный орган. Если он после 3 месяцев, участвуя в конкурсе, начинает повышать свою должность, условно, по карьерной лестнице, переходить на другой государственный. И тут следом еще один вопрос. В требованиях от Жандоса Салпынова, в требованиях на магистратуру и докторантуру необходим опыт работы на государственной службе. Можно ли поступить в академию, наверное, здесь имеется в виду на грант, имея опыт работы не на государственной службе, например, в учреждениях РГП на ПХВ? К сожалению, государственный заказ предназначен только для действующих государственных служащих. Это в правилах мы четко описываем. Иные лица, не государственные служащие, могут обучаться за счет источников, как собственных, так и других организаций. Если ваша организация с вами заключить трехсторонний договор и оплатить вам часть расходов или полные расходы на обучение, это тоже один из вариантов поступления в нашу академию. Спасибо большое. И здесь еще один такой двойной вопрос подошел. После обучения на магистратуре в каком-нибудь государственном университете на гранте, есть ли возможность на грант поступить в Академию госуправления? И если такая возможность, вторая часть вопроса, поступить после обучения на магистратуре в Академии куда-то по гранту на Булашак? Ну, давайте в первый вопрос. Да, если человек обучился на госзаказе, на гранте, на степени магистратура, то второй раз он на магистратуре за счет государства не сможет обучиться. Это закон об образовании. Но если он обучился на гранте в бакалавриате, то на магистратуру он может к нам прийти и принять участие в этом конкурсе. Если он обучился в магистратуре, тогда только на докторантуру к нам может прийти и принимать участие на этом конкурсе. То есть каждый уровень образования один раз по государственному заказу он может иметь право обучаться. Теперь, обучившись у нас, да, он может принимать участие в конкурсе на стипендию, международную стипендию Балашак. Это решается. Спасибо большое. И здесь еще нам пишет господин Садвакасов, если у абитуриента диплом зарубежный, но он сам гражданин Республики Казахстан, то он может поступить в Академию госуправления? Если он на государственном суде, так понимаю, да? Или не указывается? Здесь он не указал. Ну, давайте тогда так. Если он государственный служащий, то он может подать документ без разницы, то есть он может участвовать в конкурсе, если он соответствует всем требованиям. Более того, если он обучался за рубежом, где языком обучения был английский язык, то он будет освобожден от сдачи
Аптиса мы не будем требовать ни IELTS, ни TOEFL, ни другой сертификат на знание английского языка. Если он имеет, если он не государственный служащий, то также он может подать документы, принять участие в конкурсе. И в первом и во втором случае необходимо просто его нострифицировать. Согласно закону об образовании, необходимо диплом нострифицировать. То есть сделать так, чтобы диплом признавался в Казахстане. Почему я говорю государственный служащий и не государственный служащий? Государственный служащий обязательно должен являться гражданином Казахстана. Здесь как бы вопрос автоматический. Скажем, человек может иметь другое гражданство, хочет обучаться у нас, это тоже есть. Но тогда он не государственный служащий однозначно. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Задают вопрос. Введено ли обучение по магистратуре без отрыва от производства через бюджет местных исполнительных органов? Да, этот вопрос на повестке дня. Как вам известно, в 2020 году мы впервые анонсировали такую программу региональное развитие. Идея была такая, что местные исполнительные органы выделяют средства для обучения своих государственных служащих без отрыва от производства по модульному формату. Мы сейчас работаем по внесению изменений 125-го постановления Республики Казахстан или 58-го постановления, где давалось бы разрешение местным исполнительным органам выделять бюджетные средства, свои местные бюджеты на покрытие расходов на обучение своих сотрудников. Такая работа ведется, агентство по делам государственной службы проинформировано об этой идее. Более того, и агентство по делам госслужбы этот вопрос тоже был поднят. И этот же вопрос был частично поднят и на других площадках, в том числе и администрации президента. Мы очень надеемся, что в этом году мы успеем это сделать, и мы сможем такую программу предложить. Сейчас же на эти программы модульного мы имеем возможность за счет иных источников, то есть не за счет местного бюджета, не за счет республиканского бюджета. Надеемся, что мы успеем внести изменения и расширим возможности для наших региональных государственных служащих. Спасибо большое за ответ. И здесь нам дважды или даже трижды задавали подобный вопрос. Хотелось бы узнать изменения постановлению номером 058, постановлению правительства Республики Казахстан, будут ли? Если да, то на каком уровне оно находится? И заранее благодарят за ответ. Мы 58-е постановление правительства РК, оно находится в ведении Министерства образования и науки. Мы письмо отрабатываем с ними. Сейчас мы получили предварительный ответ. Мы этот вопрос дальше двигаем с уполномоченным органом, агентством по делам государственной службы. Я бы так ответил, в процессе. Сейчас эта работа идет в процессе. Здесь нам пишут про отчисленных студентов. Мы отчисленные студенты с Алматинской области, 9 человек. Не теряем надежду, что поступим в академию в 2021 году и надеемся на наилучший исход событий. Все это время с момента отчисления мы как один человек не перестаем надеяться, что наш вопрос решится благополучно. Да, я получила ваше письмо, мы готовим ответ для вас. Мы тоже очень сильно переживаем, что нам пришлось вас отчислить, так как не было достигнуто той договоренности, которая у нас была. Но очень надеемся, что мы возобновим с вами работу. У нас не будет вопроса восстановления, у нас вопросы. Я бы вам порекомендовал в этом году все равно подавать документы и ходить эти конкурсные отборы. Параллельно с нашей стороны мы будем отрабатывать нормативные документы, которые позволили бы местным исполнительным органам возмещать расходы на обучение. Спасибо большое. И здесь еще один вопрос. Если во время обучения расформируют тот или иной государственный орган, где я работал, что тогда делать?
Ну, закон об этом ясно говорит. Вам, вы в любом случае должны будете, согласно закону, уже отработать 3 года на госслужбе, значит, будут предпринять поиск со стороны агентства по делам госслужбы, она будет вовлекаться в эту работу и в любом случае будут находить рабочее место для вас. Это, во-первых. Ну и во-вторых, я надеюсь, что выпускники академии будут настолько востребованы, что этот вопрос даже не станет, как вас трудоустроить. Спасибо большое. Мына жерде жазып жатыр екен, сұрақтар және жауаптар тек қана орыс тілінде бола ма деп. Тағы да айтып кетейік, енді сіздерде қазақ тілінде сұрақтар бар болса, әрине біз оларға қазақ тілінде жауап береміз. Әзірше бізде сұрақтар орыс тілінде түсіп жатыр. Өйткені бізде өте көп академияға түсушілер басқа осы мемлекеттерден, мысалы Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, сондықтан біз қай тілде сұрақ қояды, сол тілде жауап беріп жатырмыз. Есть еще один такой вопрос по поводу стипендии. Как она будет начисляться, в каком размере? И, пожалуйста, здесь можно также добавить о факторно-бальной шкале. Стипендия будет начисляться в размере должностного оклада, по которому претендент, который поступил, получал заработную плату. То есть в размере должностного оклада. Очень много спрашивают про факторно-бальную шкалу, про бонусы и так далее. Обратите внимание, мы говорим сейчас о базовом должностном окладе. Есть и другое предложение. Вот на коллегии тоже поднимался этот вопрос, коллегии агентства по делам госслужбы, чтобы стипендии делать фиксированной. И академии поставлена сейчас задача, мы получили протокольное поручение, и мы сейчас будем считать, обосновывать, насколько это выгодно как государству, так и самим государственным служащим, которые будут обучаться в академии. И какова эта фиксированная сумма может быть комфортной в этом случае для всех. В любом случае считается и придерживается и старый вариант, когда стипендия в размере должностного оклада, и второй вариант, когда стипендия будет зафиксирована в какой-то сумме. В скором времени мы очень надеемся, что к июню однозначно у нас будет уже конкретная цифра. Спасибо большое. Тем временем я напоминаю, что вопросы мы принимаем на 2 языках. И еще один момент, что у нас экзамен, весь конкурсный отбор будет проходить в формате и в онлайне, и в офлайне. И здесь у нас вопрос такой: а если обучился на магистратуре по гранту в Национальном университете, но после получения диплома я оплатил за отработку гранта полную стоимость, в этом случае будет ли возможность поступить в академию на магистратуру, предоставив справку оплаты по отработке гранта? Очень интересный, нестандартный случай. Но надо понять, почему вы возвратили стоимость гранта, с чем было связано. Вы можете направить свой кейс к нам, мы разберемся, посоветуемся, посмотрим с юридической стороны, как это правильно интерпретировать, и обязательно вам ответим на этот вопрос. Рахмет, Ерлан Қуанышұлы. Мына жерде тағы да бір сұрақ келіп түсіпті, Ильяс Бірліковтен. Сіздердің академиянызда оқу кезеңін өтіп, практикаға бармай академиялық демалысқа, декретке шыққандар қалай оқиды? Кешірім, декретте қазіргі кезде декреттік демалыста жүрген мемлекеттік қызметшілер туралы сұрақ па? Осындай сұрақ болды. Енді қазір Ильяс тағы да түсініктемесін жазып жіберсе, мен сізге айтамын. Бірақ қазіргі уақытта осы декреттегі мемлекеттік қызметшілер туралы айтып кетсеңіз қалай болады? Егер мемлекеттік қызметші қазіргі кезде құжаттар тапсырған кезде демалыста болса, ол құжаттарын тапсыруға құқысы бар. Ол мемлекеттік қызметші болып саналады. Оның статусы жоғалтпайды. Сондықтан, егер декреттік демалыста мен оқи аламын деп өз мемлекет органның басшысын сендірсе, мемлекеттік органның
тарапынан бізге өтініш берсе, біз осындай мемлекет қызметшімізді оқуға жібереміз деген, біз оны қабылдаймыз. Оған ешқандай тосқауыл болмайды. Бірақ егер мемлекеттік қызметші біреудің орнында уақытша жұмыс істеп жатса, онда біз оны қабылдай алмаймыз. Өйткені ол өз орнында, нақты өз орнында жұмыс істеу керек. Рахмет сізге жауабыңызға. Здесь вопрос такой. А если выпускник попадает под сокращение из-за введения факторно-бальной шкалы, что делать тогда с отработкой? Если выпускник попадает под сокращение, то он выносит этот вопрос в агентство по делам государственной службы, и тогда уже решается вопрос о возмещении тех потраченных сумм на его обучение. Если инициатива со стороны работодателя, то этот вопрос регулируется уже уполномоченным органом. Рахмет сізге. Так. Задает вопрос Николай Волков. Здравствуйте. Получал образование в Российской Федерации, магистратура на бюджетной основе. Могу ли я претендовать на грант в Академию госуправления? Но если вы гражданин Казахстана, то и вы являетесь действующим государственным служащим, то да, вы можете претендовать на такой грант. Здесь уточняющий вопрос от Ерки Булана, который ранее задавал вопрос по ФБШ. Оклад по пилотному варианту по ФБШ не учитывается, значит, будет стипендия минус 50% от нынешнего оклада сотрудника? Мы будем руководствоваться письмом, которое получим со стороны государственного органа, где будет написана ваша позиция, ваша категория и ваш должностной оклад. Какой государственный орган укажет сумму, такую сумму мы будем оплачивать в виде стипендий. Мына жерде сұрақ Баймырза Адамбек Мырзадан. Мен 1,5 жыл декретный орында отырмын деді. Декреттегі адам 2023 жылы шығады. Қалай болғаны сонда деді. Не істейміз? Енді біреудің орнына отырғаннан кейін біз енді ол сізді қабылдауға мүмкіндігіміз болмайды. Өйткені сіз оқуды бітіргеннен кейін мемлекеттік қызмет туралы заң бойынша 3 мемлекеттік қызметте жұмыс істеу керексіз. Егер сіз біздің академияны бітіргеннен кейін 2 жылдан кейін мысалы орныңызда жаңа декреттік демалыста адам шығып жасаса, онда мемлекеттік орган сізге жұмыс орын таба алмайды, қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан бұны дұрыс түсіну керек. Егер сіз өз орныңызда, біреудің орнында емес, өз орныңызда жұмыс істеп жүрген мемлекеттік қызметші болсаңыз, осы уақытта біз сізді қабылдай аламыз. Рахмет. Бұны бәрін реттейтін сіздің мемлекеттік органның жауапты қызметкерлері бізге жаңа өз өтінішіңізді растайтын қағаз бергенде мемлекеттік орган бізге растау керек. Біз осы мемлекеттік қызметшіні оқуға жібереміз деген жолдамаға қол қою керек болады. Мына жерде мындай сұрақ екен, неше жасқа дейін академияға түсуге болады? Жастық шектеу жоқ. Біздің Қазақстанда жоғары білім және жоғары білімнен кейінгі жалғастыру оқу үшін жастық немесе жыныстық немесе ұлттық тасқа ондай шектеу қойылмайды заң бойынша. Рахмет. Рахмет, жаңа ғана қосылған біздің көрермендерге айтып кетейін, бұл эфир сақталады және осы эфирдің басында біз түгел ақпаратты айтып кеттік, қалай болады, не болады, қашан болады екен туралы. Және мына жерде еще раз задают здесь вопрос. В Алматинской области наши отчисленные магистранты, они пишут:
задают вопросы, если вдруг решится вопрос с постановлением, мы на каких условиях будем приняты. То есть вне конкурса, это студенты, которые в 2020 году прошли конкурс, или заново сдавать нужно IELTS, APTIS и все остальное. Я все-таки рекомендую вам заново подать документы, сформировать заявку, потому что то направление, которое давало вам в прошлом году государственный орган, они могут, мы должны быть уверены, что и в этом году вас направляют на обучение. Это очень важно. И если ваш сертификат потерял срок действия, значит, надо в любом случае обновить этот сертификат. Но как мы с вами договаривались, мы обязательно будем учитывать тот опыт, который вы имели в 2020 году. Но я вам рекомендую в установленные сроки подать документы и пройти все этапы отбора, которые мы в этом году будем проводить. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. И здесь задают вопрос. Если пройти обучение за счет собственных средств, то в этом случае отработки же не надо. Абсолютно правильно, не надо. И могли бы уточнить по стоимости для физических лиц обучение на магистратуре и докторантуре. Я извиняюсь. Обучение в магистратуре 2 миллиона – это очное обучение. В докторантуре это в год 2 миллиона 500 тысяч. Там. В докторантуре 2 миллиона 138 тысяч. Без отрыва от производства в модульном формате 1 340 000. Есть программы, где обучение 1 800 000. Все эти стоимости они доступны на сайте Академии. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Тем временем я напоминаю нашим дорогим зрителям, что мы уже сидим в эфире 50 минут. Спасибо большое за вопросы. Мы ответим на все вопросы. И, конечно, прием документов у нас начинается 1 марта. С 1 по 23 марта мы будем принимать регистрацию на pre-sessional курсы. Это подготовительные курсы по языковым навыкам, да, казахский и английский языки. Ну и, конечно, основные модульные. Обо всем этом мы пишем на своих страницах в Инстаграме, Фейсбуке. Подключайтесь. Ерлан Куанышевич, здесь вопрос еще такой. Так, если меняется категория с С на Б государственного служащего во время учебы, нужно ли менять справку о заработной плате? Нет, не надо, потому что заработная плата стипендия будет начисляться на момент поступления, то есть должностной оклад, который был на момент поступления. То есть пересматриваться не будет стипендия. Спасибо большое. Здесь очень много повторяющихся вопросов, на которые мы уже ответили в течение эфира. Наши сейчас коллеги из Центра образовательных программ пытаются отвечать вам на комментарии и полностью закрыть все вопросы. Ну и я буду задавать, наверное, самые популярные, интересные вопросы от наших зрителей. И здесь у нас такой интересный вопрос по зарубежным стажировкам. В какие страны будут стажировки, сколько они будут длиться, и вообще будут ли они в этом году для тех магистрантов, докторантов, которые будут поступать в этом году? Спасибо. Согласно государственному образовательному стандарту обучения, зарубежная стажировка предусмотрена только для уровня докторантуры. И поэтому Академия гарантирует прохождение такой стажировки за рубежом в наших партнерах, зарубежных центрах, признанных вузах. Магистратура, такая стажировка не предусмотрена государственным образовательным стандартом, но мы предлагаем за счет собственных средств, можем смотреть прохождение стажировки или двойную диплому.
У нас есть договоренности со школой госуправления имени Мухаммед бин Рашида Дубай и с Moscow School of Public Policy, Сергей университет. Опять же, это будет рассматриваться все индивидуально при определенных условиях. Насколько претендентов для такого обучения? Спасибо большое. И здесь задают такой интересный вопрос. В чем разница между программой без отрыва от производства и с отрывом от производства? Ну, то есть именно вот в онлайн формате и так далее. Программы с отрывом от производства человек полностью уходит в учебный отпуск. Он уже не работает на своем рабочем месте, он находится в учебном отпуске, и в течение года или 2 лет, в зависимости от программы, или 3 лет, в зависимости от программы, он обучается здесь в академии. За ним сохраняется государственный стаж и рабочее место. Без отрыва от производства человек не освобождается от своей деятельности, он продолжает вести свою функциональные обязанности, но согласно трехстороннему договору государственный орган направляет его на обучение согласно графику. Это будет комбинированный формат, когда государственный служащий или обучающийся уже приезжает сюда, в Нур-Султан, 5 раз в год, по 2 недели, проходит здесь в онлайн-формате, в офлайн-формате обучения. Между этими модулями он выполняет определенные задания и сдает при подходе к следующему модулю. Это очень удобно и как для государственного органа, и иногда для самого работника, который не получает ни заработную плату, ни, скажем, ему возмещаются те или иные командировочные расходы на проезд в город Султан и проживание здесь, который на себя должен брать уже государственный орган. Спасибо большое, Ерлан Куанышевич. Мына жерде сұрап жатыр екен, академияға түсуге дайындайтын орталықтар бар ма деп, бұл енді professional курстары туралы шығар. Әрбір өңірде, облыстық орталықтарында біздің академияның филиалдары бар. Қазіргі таңда 16 филиалымыз бар. Сіз өз өңіріңізде, облыс орталығында біздің филиалымызды тауып алып, біздің сол professional курс дегеніміз сол дайындық курсына жазылсаңыз хабарласуға болады. 1 марттан 1 бен 23 наурыздың аралығында сол дайындық курстарына тіркелу керек болады. Өз бен не қазақ тіліне, не ағылшын тіліне, не жаңағы мамандықша курстар үшеуін бірдей алуға болады, немесе үшеуінің біреуін, немесе екеуін таңдап алуға болады. Рахмет, Ерлан Қуанышұлы. Мына жерде сол professional курстары туралы сұрап жатыр екен, ағылшын тілі туралы. Мындай сұрақ. Былтырлары ол тегін түрде оқытылды, биыл сондай мүмкіндік бар ма деп? Ағылшын тілін. Біз 3 жыл бойы мемлекеттік қызметшілерді оқуға түсем деген мемлекеттік қызметшілерді тегін оқытып келген болатынбыз ағылшын тілі бойынша. Бірақ біздің негізінде біз көргеніміз барлығы бізде оқыған барлық мемлекеттік қызметшілердің бірдей бізге құжат тапсырмайды екен. Өйткені ағылшын тілдерін өздері оқып алып, басқа оқу орындарына барып, немесе өз жұмысына қолданады. Біздің ойымызша, енді осы жыл біз өзгеріс енгізіп отырмыз. Қымбат емес. Ағылшын тілін оқуға тек 33.876 теңге сұрап отырмыз. 2 сағат, оның 36 сағаты академиялық сағат, бұл онлайн біздің мұғалімдермен жұмыс істеу, және 36 сағаты қашықтан жұмыс істеу. Өз бетінше тапсырмаларды орындау. Енді нарықта бұндай баға жоқ. Біз бұны қою мақсатымыздың басты себебі оқуға түсушілердің, үміткерлердің бір талпынысты ояту.
Өйткені анау жылғы талдауға қарағанда біріншіде олар жазылады біздің ақысыз курстарға, 1-2 жеті оқиды, одан кейін оқуды үзіп жалғастырмайды. Бірақ біз сол адамға орын белгілеп қойғаннан кейін басқа адамдарды қабылдамай қалдық. Сондықтан жауапкершілікті жоғарылату үшін осы жылы біз үміткерлерге осындай бір баға қойғымыз келіп отыр. Бұл біз академия бір аса үлкен бір пайда табамыз деп ойлаймын. Оның үстіне біз академия өз қаражатымызда үстіне қосамыз, бірақ біздіңше егер үміткерлер өз қалтасынан 33.876 теңге төлесе, бұл жауапкершілікті арттырады деп сенімдеміз. Рахмет, Эрлан Куанышұлы, осы жауабыңызға. Здесь задают вопрос. Благодарят вас за обратную связь, за то, что мы отвечаем на все вопросы. И задают вопрос. Можно ли обучаться на докторантуре в онлайн-формате и находиться в своем городе в учебном отпуске? Ну, жизнь показала, что невозможного нет. И весь с марта 2020 года мы полностью перешли в онлайн-формат. Мы могли бы рассмотреть и такую возможность, надо просто понять, насколько это эффективно будет. Наша задача не так, как будет удобно обучающемуся, а как должно быть и как сделать учебный процесс более эффективным, более продуктивным. Я думаю, что человек, который будет обучаться онлайн, он тоже это понимать. И если карантинные меры будут сняты с 2021 года, с сентября 2021 года, мы предполагаем переходить на офлайн режим. Частично какие-то дисциплины могут переводиться на онлайн режим. Мы будем проводить, конечно, и политику по расширению дистанционных курсов и так далее, но все-таки магистратура и докторантура, мы считаем, должна быть в большинстве случаев в офлайн режиме. Но, опять же, программы, которые мы будем практиковать, они тоже предполагают самостоятельное изучение тех или иных курсов. Хотел бы отметить, что вот именно эта ситуация, которая сейчас сложилась в мире, выявила очень высокую потребность на высокую организацию самого человека. То есть он должен сам быть четко мотивирован для того, чтобы выполнять очень интенсивно те задания, которые ему даются со стороны тренеров и преподавателей. Я думаю, что мы это тоже можем рассматривать. Я бы не хотел быть категоричным, но ориентируйтесь на офлайн формат. Но если будет коррекция, то, естественно, будем переходить на онлайн. Не вопрос. Спасибо большое. Всем известно, насколько Академия гибка именно в своих образовательных программах и не только. Здесь задают вопрос интересный. В 2019 году баллы за знание английского языка учитывались, в 2020 году не учитывались. Как будет в этом году? Сертификат будет являться лишь допуском к этапам отбора. То есть человек должен по казахскому языку показать не меньше B1, это ниже среднего уровня, ну, начальный уровень, да, так скажем. И если он покажет B1 и выше, скажем, B2, C1, C2, то он будет допущен к этапам отбора. Если у него IELTS 4.0 или 5.5, в зависимости от специальности, то он будет допущен к этапам отбора. То есть мы рассматриваем не как оценку, мы не будем присваивать эту оценку, а мы будем говорить как о допуске к этапам отбора. Спасибо большое. И здесь хороший такой вопрос. Срок сдачи тестов АПТИС 8-9 июня. Однако прием документов осуществляется на сайте до 5 июня. Как быть в данной ситуации, как загрузить этот сертификат после того, как ты сдашь? Очень хороший вопрос. Вам необходимо до 25 мая просто зарегистрироваться на АПТИС. Если мы в системе увидим, что вы зарегистрированы на АПТИС, то будем считать, что регистрация завершена. То есть у вас две опции есть. Или загрузить действующий сертификат. Если этого сертификата нет, то обязательно заполнить заявку на сдачу АПТИС.
То есть на момент регистрации достаточно всего лишь нажать определенные кнопки для того, чтобы дальше система пропустила. Да. Мгм. Спасибо большое. Здесь Мухтар Абдезов задает вопрос. Сколько мест вы предусматриваете магистратуру и докторантуру в этом году? Ежегодно со стороны государства выделяется 120 грантов на магистратуру и 12 грантов на докторантуру. Плюс к этому у нас есть стипендии фонда Ханса Зайделя. Это мы обговариваем количество ежегодно. Дополнительно мы скажем об этом. Мы говорим о грантах регионального хаба в сфере государственной службы. Но это в основном для иностранных государственных служащих. Спасибо большое. Еще один вопрос от правоохранительных органов. Если человек работает в КУЗЕТ, в системе МВД, ЧС, в системе КНБ или прокуратуры, есть ли у них такая возможность поступить в Академию госуправления? Но для участия в конкурсе должны они быть действующим государственным служащим, как я вчера сказал, выше сказал. Надо будет понять, являются ли они государственным служащим на этот момент. Если да, то в принципе мы не видим никаких ограничений. Рахмет. Мындай сұрақ екен. Жылына 5 рет Нұр-Сұлтан қаласына барып оқу үшін жол шығынын және командировочный төленеді ме? Егер мемлекеттік орган тарапынан біз үш шақты келісімшартқа отырсақ, мысалы мемлекеттік орган сіздерді жолдама беріп бізде оқуға рұқсат берсе, сіз барлық талап кезеңдерден сүрінбей өтіп, талаптарға сәйкес болып қабылданып жатсаңыз, онда біз үш шақты келісімшартқа отырып, өз тарапымыздан міндеттеме аламыз. Сапалы оқу үрдісін қамтамасыз ету үшін, ал мемлекеттік орган өз тарапынан өз міндеттемесін алады. Егер сол міндеттеменің ішінде сіздің жүріп тұру, келу қаражаты қарастырылатын болса, онда мемлекеттік орган өз шығындарын бәрін өзіне алады. Ол енді әрбір мемлекеттік орган өзінің ішкі үрдістері. Біз оларға араласа алмаймыз. Рахмет сізге. Мына жерде тағы да сұрақ қойып жатыр екен. Отчисленные наши студенты спрашивают, можно ли отчисленных магистрантов вновь принять через фонды, фонд Ханса Зайделя и, возможно, через Астанинский хаб, ПРООН. И вопрос еще второй здесь же. Почему этих магистрантов отчислили и так совсем строго ли, что можно отчислить? То есть это будущие уже абитуриенты вдогонку задают вопрос, беспокоятся. Фонд Ханса Зайделя, чтобы предложить фонду Ханса Зайделя этих лиц на модульное обучение, в любом случае запросят результат этого года. То есть для них будет неинтересен результат 2020 года. Настоятельно все-таки прошу зарегистрироваться в этом году в нашей информационной системе, пройти все этапы сбора, показать наилучший результат, который вы достойны, и тогда у нас будет основание выйти с предложением фонда Зайделя, чтобы они поддержали вас, поддержали стипендии. Ну, насчет второй вопрос, строго ли так в академии? Ну, как видите, да, есть у нас такие факты, и мы не стесняемся этого. Мы считаем, что это естественный процесс. Если человек не... Есть два типа отчисления, да, отчисления, потому что обучающийся не выполняет те требования, которые он брал согласно договору. Есть отчисления, когда не от него зависит, есть третьи силы, которые вынуждают его отчислиться или нам принять такое решение, только потому что не была оплачена сумма или что-то, то есть не выполнены договорные обязательства. Поэтому вот в том кейсе, который сейчас наши пишут, которые Агрикея все время говорит отчислены, это те люди, которые третья сторона не смогла исполнить те договорные обязательства.
Спасибо большое. Я так называю, потому что они сами себя так называют, Эрлан Фанышевич. И здесь такой интересный вопрос от будущего претендента в Академию госуправления. Можно ли будет узнать, на какую специальность у вас самый большой поток поступающих и на какую специальность небольшая конкуренция? Обходной такой путь. Ну, в корне неправильный ответ. Если вы ищете ответ на этот вопрос, ну, это точно не к нам. Надо искать совсем другой вопрос, ответ на другой вопрос, что мне надо делать для того, чтобы поступить на самую сложную специальность. У нас будет 4 программы, как я вам сказал, на 120 грантов. Ну, сказать определенно, что будет на из них бешеный конкурс, а на одном нет. Все зависит от аппликантов, от претендентов, которые будут указывать те или иные программы. Я не могу на такой вопрос ответить. Я бы На- хотел, чтобы вы ориентировались больше на полезность этой программы для вашей будущей профессиональной деятельности. Если вы работаете, скажем, в местном исполнительном органе, то навряд ли вам необходимы международные отношения. Если вы, скажем, занимаетесь, а, скажем, в корпусе Б, то навряд ли вам надо проходить на корпус А, да, где MPA готовят. То есть я думаю, что здесь наши консультанты более вас могут сориентировать по этим программам. Спасибо большое, Ирлан Куанышевич. Хочу напомнить, что в Академию госуправления поступают, и здесь гранты распределяются не так, как в обычных вузах, где на такую-то специальность столько-то грантов, на такую специальность столько-то грантов. Поэтому пытайтесь поступать по именно тому, как будет это все вам полезно. И здесь такой хороший вопрос. Хотели дополнить? Я хотел бы добавить, Верке, вот вы правы, да, у нас будет рейтинг по убыванию, 120 первых человек будут зачислены в магистратуру. И возможно, что на какую-то программу подавшие, они просто не откроются, эта специальность, эта программа не откроется, потому что там подавшие на эту программу худшие результаты, чем другие 120. Поэтому мы не можем гарантировать, что в какой-то программе будет там конкурс 1 к 5, а в какой-то программе 1 к 10. Главная задача, чтобы показать на все, что вы способны войти в рейтинг лучших 120 претендентов на магистратуру. Спасибо большое за вопрос, за ответ. Еще один вопрос. Сәлеметсіз бе дейді. Егер оқу офлайн түрінде болса, жатақханамен қамтамасыз етіледі ме? Егер отбасылы болсам дейді, балаларыммен баруға болады ма жатақханаға? Міндетті түрде жатақханамен қамтамасыз етесіз. Егер барлық кезеңдерден сәтті өтіп оқуға қабылданып жатсаңыз, міндетті түрде сіз арыз жазуыңыз керек. Арыз жазуда өзіңіздің статусыңызды көрсетіп, біз тұрғын үй комиссиясына оны қарап, жатақханада орын болған жағдайда бірінші кезеңді түрде сізге орын әрине дайын болады. Бірақ отбасыңыз бойынша егер бізде мүмкіндік болып жатса, оны да қарастыруға болады. Бірақ тағы бір айтқым келеді. Бірінші кезекте біз міндетті түрде оқуға түскен магистрант пен докторанттарды ғана қамтамасыз етеміз. Егер басқа жағдай болып жатса, ол енді арыз негізінде, комиссияның отырысы негізінде шешілетін нәрсе. Рахмет, Ерлан Куанышұлы, сіздің жауаптарыңызға. На этом у нас завершились вопросы, которые нам поступали в Фейсбуке. Огромная благодарность нашим зрителям, которые задавали очень интересные вопросы. Надеемся, мы ответили на все вопросы. Ну и, конечно, у нас приемная кампания только начинается, и мы будем выкладывать очень подробные видео о той или иной образовательной программе. Мы будем очень подробно рассказывать о вообще процессе конкурсного отбора, ну и о professional курсах. Поэтому ставьте колокольчики, оставайтесь с нами на нашей странице, задавайте вопросы, мы отвечаем фактически круглосуточно. Эрлан Куанышевич, будет что добавить еще? Да, я бы соглашусь и добавлю, что я
приглашаю на нашу страницу в Фейсбуке АПАКИ-З и на Инстаграм собачка АПАКИ-З. Бы хотел, чтобы вы были уверены, что мы готовы вас информировать 24/7. Будем максимально выкладывать информацию необходимую на 2 языках. Будем консультировать, будем отвечать на ваши вопросы. Будет 1 марта запущен специальный сайт, и по этому сайту вы будете видеть и видеоролики, видеоинструкции, вы будете видеть вопросы-ответы. Будет возможность задавать в онлайн-режиме этот вопрос, оставлять вопрос для ответа. То есть мы сделаем все для того, чтобы вы смогли получать полноценные, полные и корректные ответы. Спасибо Приглашаю большое. в академию, думайте, мы готовы консультировать. Во всех филиалах, во всех областях есть наши филиалы, вы можете найти их адреса на нашем сайте и связаться с ними, и переговорить, созвониться, узнать, они вас тоже проконсультируют. Спасибо большое, Эрлан Куанышевич. Здесь задают вопрос нам, будет ли сохранен, можно ли взять ссылку с нашего эфира. Конечно, это будет можно сделать. Вы можете просто нажать на кнопочку в Фейсбуке, поделиться вот прямо сейчас и скопировать ссылку с нашего эфира. Эфир будет сохранен здесь на Фейсбуке, также загружен на страницу в Инстаграме, в IGTV и также на YouTube-канале. Спасибо большое всем. Спасибо вам большое, Эрлан Куанышевич. У нас сегодня эфир длился более 60 минут, целых 72 минуты. Ну и, конечно, у нас в эфире было более 150 человек. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо.